как бы полноценный руководитель администрации президента Астамур Таня. И мы сегодня поговорим, конечно же, и о кадрах, мы поговорим и об реформах, мы поговорим и об отношениях с Россией. Мы очень о многом чем поговорим, тем более за долгий период накопилось очень много вопросов, которые, собственно говоря, некому было задавать. Добрый вечер. Добрый вечер. Астамур, наверное, начнем с того, что вот эта должность, вы уже не исполняющий обязанности, эта приставка уже ушла, уже назначены заместители. Вот какой круг вопросов, какие функции конкретно стоят вот перед вами, как перед руководителем администрации, вообще администрации президента? И я еще хотел бы все-таки чуть-чуть дополнить этот вопрос. Я сегодня вспоминал, кто же за все 20 лет возглавлял администрацию президента. Я могу перечислить. Да, нет, я их перечислил, даже для себя перечислил, но все эти люди, по большому счету, были такого технического... Интересно, вы не ошиблись в списке? Нет, как бы такая техническая должность все-таки была больше. Сейчас это все-таки становится, вот с вашим назначением, это все-таки больше политическая должность. Публичная, во всяком случае, более публичная. Первым руководителем администрации, но тогда еще это был аппарат президента, был художник. Да. Батал Джоку. Но когда администрация уже сформировалась, там уже пошел технический. Вообще администрация президента, собственно говоря, не является органом государственной власти. И не является какой-то политической структурой. Задача администрации президента является содействие выполнению функций, которые возложены президенту Конституцией. Это в основном экспертно-консультативные функции, подготовка нормативно-правовых всяких документов, законов и, естественно, решение многих технических вопросов, как вы справедливо отметили. Поэтому и в дальнейшем администрация президента будет работать именно в этом ключе. А штат большой у вас? И кто там составляет? Юристы, экономисты, кто? Вообще по штатному расписанию старому у нас свыше 100 сотрудников, а реально работает свыше 60 человек в настоящее время. Из них порядка половины это технический персонал. Водители, столяры, электрики. То есть фактически... Потенциал для сокращения есть даже в администрации президента. Фактически администрация сокращена, да нельзя. Задача не стоит. Я думаю, что сокращение кадров, может, сейчас скажу непопулярную вещь, это не является самоцелью. Вообще вы имеете в виду? Вообще, в принципе. Даже когда высказывались идеи о упразднении института кабинета министров, не факт, что это привело бы к сокращению кадров. Речь должна идти о том, чтобы органы государственной власти могли эффективно справляться своими функциями. И это гораздо дешевле обходится обществу, чем погоня за какими-то короткими пропагандистскими идеями. Я думаю, что администрация президента, она, конечно, в ближайшее время, конечно, чуть-чуть рано вы меня позвали, фактически назначен только я и два моих зама. В ближайшее время мы представим вниманию и вашему, и нашему обществу новую структуру администрации, и новые лица, которые там будут работать. Вы говорили о том, что все-таки администрация там свою определенную функцию выполняет. Тем не менее, бывший президент Александр Анквабе, он не раз заявлял о том, что и администрация президента, и правительство, они в некотором роде дублируют друг друга. И он там ратовал за то, что там со временем оптимизировать всю исполнительную власть и сделать какой-то такой единый орган, вроде бы как администрация президента будет своего рода правительством. Сейчас вообще не есть... совсем так. Что-то вроде, да. Но сейчас вообще какие перспективы, тем более президент уже нынешний, Рауль Джункович,
заявил о том, что вот к следующим парламентским выборам мы подойдем уже с новым избирательным, будем по новой избирательной системе проводить выборы, и соответственно уже как бы будет меняться формат как бы исполнительной власти, и полномочия законодательные увеличатся. И в этом контексте как вот администрация президента, она будет как бы готовить этот момент, или просто будет ждать, пока вот новое законодательство примут, и все, как бы ждать. По своей специфике администрация президента ничего ждать не может, потому что она находится, что называется, на острие работы президента. Потому что ближайший персонал, с которым сталкивается президент, это администрация президента, конечно. И ее функция как раз непосредственно участвовать, формировать достаточно квалифицированный кадровый потенциал для того, чтобы он мог участвовать во всех этих процессах на требуемом уровне. Это касается и юристов, и экономистов, и разных других специалистов, чтобы администрация в полной мере могла выполнять свою консультативную функцию. Да. И, естественно, в этих процессах, связанных с конституционной реформой, с реформой избирательной системы, администрация президента будет играть не последнюю роль, хотя решений, еще раз хочу подчеркнуть, администрация президента никаких не принимает, в отличие от кабинета министров. Но у вас 2 зама новых появилось, да. Об этом можно было прочитать и в прессе, и везде. Я хочу ретранслировать те вопросы, которые вот в обществе ходят. Дауров Истахмет не все знают, но по биографии знают, что он работал в свое время в администрации, Владислав Григорьевич Арзенбам. И больше даже вопросов по назначению Дмитрия Шамба, который такая достаточно знаковая фигура именно прошлой власти, человек, который достаточно фигурировал часто и в политической жизни страны. Вот можете как-то обозначить мотивацию, да, вот таких назначений, этих людей, какие их функции будут вообще? С Дмитрием Шамбо мы проработали вот этот период, когда я был исполняющим обязанности руководителя администрации. С Раулем Джумковичем они работать начали гораздо раньше, еще когда Рауль Джумкович был вице-президентом, тогда пришел Дмитрий Шамбо в администрацию президента. Что касается моего опыта, я вполне удовлетворен его подходом к работе, его профессиональными качествами. И я считаю, что профессионалы такого уровня, они должны сохраняться во власти. Конечно, вот есть оценки о том, что говорят о том, что у нас произошла революция. Но революция — это несколько иное. Это когда происходит слом каких-то социальных устоев. Мы до сих пор живем в условиях Конституции 1994 года. То, что у нас произошло в мае, это следствие политики президента Анкваба. Корни этой политики уходят еще в более ранние годы. Наверное, следствие его характера. Да. И неумение выстроить эффективную систему управления. Это коррупция, многие социальные проблемы, не хочу повторяться. Да. Но, несмотря на это, вот в органах государственной власти работали профессионалы. Я считаю, что нынешняя власть нуждается в них, потому что мы не должны затягивать переходный период. Есть обязательно трудности интеграции, адаптации. Есть круг профессионалов, которые достаточно глубоко погружены и в проблемы нашей правовой системы, во внутриполитическую ситуацию, во взаимоотношения с Россией, в переговорный процесс. То есть, мне кажется, что, понимаете, в угоду политическим каким-то симпатиям, я это все тоже понимаю, мы вместе с вами в 2004 году и 2005 году многое прошли. Есть, конечно, настроение осуществить какой-то там нотки иллюстрации такие. Иллюстрации, да. Иллюстрация — это не то, что подходит Абхазии.
Мы не должны этим заниматься. Я вот, например, хорошо помню, вот в 2005 году, когда абхазское телевидение, оно вот превратилось в такой какой-то канал, подобный вот Оруэлловскому, когда устраивали двухминутки ненависти, люди приходили, оскорбляли ныне покойного первого президента, основателя нашего государства, оскорбляли тех, кто рядом с ним работал. Это продолжалось там. У меня даже рефлекс выработался в тот период не смотреть абхазское телевидение. Сейчас надеюсь, что он постепенно пройдет при вашей помощи. Я думаю, что возвращаться на этот круг мы не имеем права. Мы должны учитывать свой опыт. И потом в угоду историческому моменту никогда, на мой взгляд, никогда нельзя приносить в жертву свои человеческие качества. Я абсолютно согласен с вами с этим. Это первое. Второе, я считаю, что, возвращаясь к моим замам, еще раз хочу подчеркнуть, я удовлетворен работой Дмитрия Шамба. Я уверен, что он принесет еще много пользы нашему государству. Что касается моего второго зама, его, к сожалению, мало знают, да. Но те, кто знают, они знают, те, кто с ним знакомы, они знают, сколь высоких человеческих качеств и профессиональных качеств этот человек. Они оба юристы, насколько я понимаю. Ну, у Даура еще есть второе образование экономическое. Вернее, первое у него экономическое, второе у него юридическое образование. Да, у него достаточно большой опыт работы в отделе экономики и права. Вот тот период, когда мы вместе работали в администрации президента. Ну, конечно, он редко участвовал в публичной политике, возможно, можно сказать, практически не участвовал. Но я надеюсь, что сейчас в новом качестве наши граждане смогут в полной мере оценить его высокий личный потенциал и профессиональный потенциал. Мы надеемся, кстати, увидеть в нашем эфире в одной из ближайших передач. Я не собираюсь делать в администрации каких-то установок по поводу общения с прессой, буду, наоборот, эту идею поддерживать. Так что милости просим и к нам, и вы к нам вам тоже. С удовольствием. А вообще, вот вы несколько раз подчеркнули, что администрация президента — это такой некий консультативный орган, который помогает главе государства. Сейчас, наверное, хит последнего месяца, да, это, то есть это те вопросы, которые так или иначе связаны с кадрами. И вообще, как проходит этот процесс? Вот вы сказали о том, что вот Дмитрий Шамба профессионал, да. И вы его, и он как бы действительно необходим. Но сейчас как идет формирование? По какому принципу вот назначаются? И уже некоторые назначены, некоторые еще есть целое правительство, которое надо там, начиная с вице-премьеров и так далее, назначать. Вообще по какому принципу идет формирование? Как подбираются эти кадры? Слухов очень много, да, и там разных там претендентов называют на те или иные должности. И вообще какова процедура? Каков круг людей, которые принимают решения вот в этом вопросе? Обязательно, конечно, все последнее слово за президентом, но наверняка в этот круг входят люди, с которыми он советуется, и в конце концов, я думаю, там уже на следующей неделе уже правительство будет, по крайней мере. Вообще, с чем связана вот такая пауза? Там есть определенный срок? 2 недели нет. На самом деле никакой паузы нету. Интерес общества нашего понятен. Тем более у нас общество небольшое. Таких Брехаловка на месте стоит. Да, тоже. Мы все друг друга знаем, и люди там, естественно, у всех людей есть какие-то свои предпочтения, они хотели бы видеть того или иного человека, и с этим связано интенсивное обсуждение. Процедура принятия решения, вы уже ее описали. Премьер-министр предлагает, президент это официально назначает. Официально такая процедура, да. То есть решение принимает в итоге президент. Да. В настоящее время идут достаточно интенсивные, широкие консультации. Они
будут продолжаться. В каком формате консультации? В самых разных форматах проходят. И с людьми, которые работают в тех или иных сферах, которые там может перспективно возглавить тот или иной человек. И с депутатами парламента, и с разными общественными представителями. Да, я только на нескольких таких встречах принимал участие, а на самом деле количество этих встреч гораздо больше. Я думаю, это очень хорошо. Может, кстати, вот эти слухи, интерес в обществе и обмен мнениями, который происходит, он тоже полезен, он позволяет власти более так скрупулезно подойти к проблеме выбора. На самом деле это очень сложная задача, потому что наше правительство должно отвечать в первую очередь требованиям эффективности, да, потому что в итоге будут спрашивать у президента, у нынешней власти за результат. Мне кажется, это первый критерий должен быть. Но с учетом наших внутриполитических обстоятельств существуют другие вопросы, связанные. Мы озвучивали там, да, в период предвыборной кампании озвучилась идея коалиционности. Есть, естественно, у нас проблема, связанная с интеграцией во власти представителей различных национальных групп. То есть, на самом деле, поле для маневра не очень широкое, и поэтому, мне кажется, основным критерием должен быть профессионализм и способность выполнять те задачи, которые в ближайшее время будут стоять перед правительством. Объем задач очень большой, потому что, на самом деле, экономическая ситуация в Абхазии очень тяжелая. Кстати, она достаточно тяжелая и у нашего стратегического партнера, в России. К сожалению, да, вот эти прошедшие 10 лет в плане экономического строительства, они, мягко говоря, были использованы с низким КПД, достаточно низким КПД. А в государственном строительстве то, что не доделали, оно всегда будет иметь продолжение. Да. Приходится с этим вопросом определяться, конечно. Многие вещи были упущены. Это же экономика, это же не просто цифры, там, предприятия, это еще люди. У них вырабатываются определенные привычки, стереотипы, они встраиваются в какую-то систему, им нужно выживать в новую какую-то систему жизни. Вот то, что мы наблюдаем, допустим, с нашим селом. Был устоявшийся уклад жизни в селе. Советская система колхозная, она вот законсервировала какие-то абхазские традиционные формы жизни, и мы вот по этой инерции развивались, да. А сейчас, да. Знаете, я хотел такую вещь спросить. Спасибо, вовремя перебили. Да, я просто очень много вопросов, очень много тем. Вот нет какого-то, я бы не сказал, политического лукавства, но, по крайней мере, может, придя во власть, весь объем проблем еще больше открылся. Нет ли здесь какое-то противоречие в том, что мы говорим и приходили к власти, эта команда с лозунгами реформ, а на самом деле у нас стоит проблема просто выживания, остановки, вот это скатывания вообще в пропасть. То есть где вот эта граница, где надо остановиться скатывание и может начнутся реформы. Кредит доверия тоже вещь не безразменная у любой власти. Вот как вот это все изменить? Я считаю, что, конечно, кредит доверия вещь не безразмерная. И нужно использовать этот кредит доверия так, что когда он закончится, чтобы были вполне конкретные результаты, на которые смогут, на новый кредит чтобы либо можно было в государственном строительстве так, выполнил свою функцию, пришли другие, продолжили. Вот главное, чтобы после нас были заложены эти основы. Ситуация такая, что, конечно, все сразу сделать невозможно, в том числе в плане реформ. Нужно сформировать, как это сейчас модное слово, дорожную карту этих реформ. Да. Это же не только изменение Конституции. Изменение Конституции, они целый пласт проблем поднимут, в том числе изменение всего законодательства. У нас, кстати, достаточно небольшой кадровый потенциал для того, чтобы
вот в таком достаточно быстром оперативном режиме заполнять те бреши, которые будут возникать. Потом реформа — это такая вещь, которая, когда ты их запустишь, там только в ходе их реализации видно, что работает, а что не работает. Да. Естественно, ну, мы говорили все время о перераспределении полномочий. Да. Ну, какие-то первые шаги в этом направлении были сделаны. Кстати, вот Дмитрий Шамба недавно на сессии парламента он представлял законопроект о контрольной палате. То есть теперь контрольная палата находится исключительно в компетенции парламента, что, конечно, усиливает его контролирующие функции. В ходе конституционной реформы мы должны еще больше усилить возможности парламента влиять как на кадровый состав правительства, так на формирование бюджетной политики, ну и на другие вопросы. И это ставит вопросы и о повышении качества парламента, об увеличении, кстати, аппарата парламента. Да, там крайне недостаточно. Вот тех специалистов, которые работают в аппарате парламента, крайне недостаточно для реализации всего пакета мер, которые предстоят этому парламенту. Да. Но я все-таки, как бы, вы сейчас говорили о том, что там контрольная палата будет теперь полностью в ведении парламента. Но мне кажется, здесь все-таки некая такая ловушечка существует. У нас всегда как бы парламент в основном всегда контролировался исполнительной властью. То есть я не помню, чтобы, ну там может быть какие-то короткие периоды, большинство там в парламенте за всю историю абхазского парламентаризма где-то оппозиция как бы брала. Но нынешний парламент не такой оказался. Но нынешний парламент сейчас он весь полностью практически стал из сторонников Рауля Хаджимба. Ну, до этого он был, да. Он фактически перешел в оппозицию к экс-президенту. Нет, но до этого, до определенного черты, до 27 мая все-таки там большинство было, как бы официально поддерживало Александра Анкап, то есть главу государства поддерживал. Сейчас тоже вот такая ситуация, как бы парламент и там президент, они как бы идут в одну ногу. Но между тем, касаясь контрольной палаты, был проект, молодые юристы представляли, и они там предлагали, там, и потом Рауль Джимкович тоже говорил о том, что ему нравится вот эта идея, когда как бы меньшинство, парламентское меньшинство, она называет имя там будущего руководителя этой контрольной палаты. Сейчас вот в этом контексте, когда вы все-таки уже не оппозиция, вы уже самое что ни на есть власть, да, и вдруг и парламент оказался вам. Вот мне кажется, иногда чуть-чуть затушевываются все-таки вот такие идеи, да, то есть вы контрольную палату парламенту передаете, но вот эта идея все-таки вот оппозиционного меньшинства, все-таки она как-то все равно оказывается на Я понял ваш вопрос. Такого как бы паспорта. То есть вы говорите о полномочиях парламентского меньшинства. Ну, эти идеи мне знакомы, мы давно их обсуждали. Конечно, вы знаете, но полностью с помощью правовой реформы снять какие-то проблемы невозможно. Самое главное — запустить процесс в правильном направлении. Да. Ну, зафиксировать? Да. Ну, главное не забронзоветь, а сделать какие-то правильные вещи. В Конституции, ну, то, что касается контрольной палаты, это вопрос не затрагивал в нашей Конституции. Да. Перед нами стоят гораздо более сложные проблемы. Да, по тем же органам местного самоуправления, по повышению профессионального качества парламента путем изменения избирательной системы. Кстати, мы к этому вопросу должны очень подойти серьезно и включить механизм общественного обсуждения по поводу избирательной. Дорожная карта есть. Я неоднократно говорил, что я сторонник повышения роли политических партий. Это можно сделать только путем введения пропорциональной избирательной системы. Может, какие-то промежуточные
промежуточные какие-то модели. Есть идеи там полупропорциональную сделать. Это не смешано, полупропорционально. Но сейчас я не хочу погружаться в эти детали. Я думаю, будет возможность с участием специалистов разных и с участием, естественно, прессы и телевидения детально эти вопросы смоделировать. Потому что нельзя к этим вопросам подходить поверхностно. Мы должны прогнозировать последствия тех или иных решений. Тем более таких важных, как поправки в Конституцию. Но еще раз хочу подчеркнуть, что этот процесс мы не должны затягивать, потому что можно погрязнуть в рутине и не сделать серьезные шаги. Я думаю, что вот в течение года у нас есть вполне ресурс для того, чтобы провести такую Ну, у нас реформу. по-любому следующие парламентские выборы мы уже приходим как бы с новым избирательной Ну, системой. кстати, избирательная система, изменение избирательной системы не столь жестко связано с конституционной реформой, если только не говорить о численности депутатов. Не, но мы все-таки Да. подразумеваем не только избирательную систему, Да. новый парламент и новые его функциональные обязанности. Да. То есть и мы говорим уже в реальности, это как бы часть политической реформы избирательной. Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, и будучи в оппозиции, это всегда говорил, что в Абхазии должна быть достаточно сильная президентская власть, но контролируемая обществом и парламентом, да, чтобы это не вылилось в произвол. Я еще хотел вот у вас спросить, мы больше говорим об исполнительной власти, у нас что будет с главами администрации в районах, городах, тем более выборы скоро. Да. В марте. Вот какая позиция новой власти вот, к выбору глав администрации, вообще будут их менять, не будут? Это тоже достаточно частый вопрос. Ну, мне сейчас, честно говоря, признаюсь, трудно этот вопрос комментировать. Потому что сейчас, ну, давайте будем поэтапно все-таки, потому что нужно пройти этап формирования кабинета министров, да. Формирование администрации президента — это чуть-чуть другой вопрос, он, еще раз подчеркну, это не орган государственной власти, здесь нужно именно сформировать достаточно серьезную экспертную базу, которая сможет и с законами работать, и консультировать президента по разным вопросам государства, строительства, общественной жизни, да. Это чуть-чуть другой процесс с администрацией президента. А потом, естественно, мы подойдем к вопросу и выборов в местных органах власти. И, кстати, очень актуальна проблема собственной реформы местного самоуправления, да. Этот вопрос, кстати, сейчас и в парламенте тоже обсуждается. Вот какие могут быть подходы. Тем более самые ближние выборы как раз местные. Да, самые ближние выборы — это местные выборы. Ну, там чуть-чуть какая-то существует нелогичная система, связанная с назначением глав администрации. Да, ну, надо посмотреть, какую модель избрать. Вообще, есть ли шанс все-таки там в ближайшей перспективе прийти к тому, чтобы глав районов, там, всех этих образований избирали прямым голосованием? Я думаю, мы должны двигаться в этом направлении. Да. Но это потребует серьезных изменений в законодательстве. Ну, хотя бы, по крайней мере, там где-нибудь в столице. На ближайшие выборы мы не успеем. Ну, понятно. Да. Вот мы все-таки как бы говорим о том, что у власти нынешней есть все-таки какая-то дорожная карта по реформе политической системы. Но вот в вопросах экономики, мне кажется, вообще такой полный туман. То есть как бы каких-то идей новых, как вот некая какая-то дорожная карта, которая бы существовала, к которой бы мы стремились, и не то, что в каких-то в цифрах, но даже вот в тезисах, мне кажется, ее нет. То есть это вот как бы мое такое заблуждение или вот такая реальность, которая существует? Ну, вы знаете, это от чего проистекает? Потому что в политике очень много специалистов, а в экономике очень мало. И ее пропагандировать гораздо труднее, чем политику. Действительно, этот процесс идет, формирование новых подходов к экономическому развитию Абхазии. Еще раз подчеркну, ситуация в экономике очень сложная. Мы не обойдемся без масштабной помощи со стороны России.
Сейчас идут и консультации с российской стороной по вопросу переформатирования той помощи, которая Абхазии оказывается, потому что мы нацелены на то, чтобы все-таки сместить ориентир в сторону реального сектора экономики, да. Но здесь это должно быть подкреплено соответствующими проектами, идеями. Не менее важно, на мой взгляд, тем более сейчас с учетом тех санкций, которые введены в отношении России, у нас какие-то, как сейчас говорят, новые окна возможностей открылись, связанные с развитием производства в Абхазии, с той же идеей импортозамещения, да. То есть есть возможность привлечения достаточно серьезных инвестиций в производственный сектор в Абхазии. В туриндустрию есть серьезная возможность. Но что для этого нужно? В первую очередь мы должны быть правовым государством, которое способно гарантировать безопасность, должно четко следовать своим обязательствам. Судебная система должна работать. Вот такая практика, как у нас сложилась, невыполнение судебных решений, это просто убийство для любого инвестора. Для любого инвестора, потому что серьезный, стабильный инвестор в такую страну не придет. И нам придется над собой сделать очень серьезные усилия, чтобы здесь нормально заработала судебная и правоохранительная система. Это первое стартовое условие для привлечения инвесторов. Даже не столько инвестиционное законодательство, да. Потому что в Абхазии на самом деле это вот открытая карта для возможностей. Здесь очень много сфер совершенно не развито, не освоено, да. И, естественно, когда мы говорим о привлечении инвестиций, мы должны думать о роли и месте наших граждан в этом процессе, потому что наши граждане не должны оказаться на обочине этого процесса. Очень серьезная проблема перед Восточной Абхазией стоит. Да. Ну и там и потенциал тоже огромный. Вот наша задача все-таки привлечь, потому что вот того интереса, который был к Абхазии в 2008 году, сейчас, к сожалению, нету. Да. Но мы тоже постарались на том, чтобы этот интерес убить. Да. Вот нужен и креативный подход. Кстати, вот, ваш профессиональный опыт именно формирование креативного подхода, он тоже очень может помочь в экономическом восстановлении Абхазии. Спасибо, мы подумаем об этом. Рассматривайте это как предложение. Я хотел вас, знаете, когда вы говорили о переформатировании взаимоотношений с Россией, конечно, подразумевается тот большой договор, о котором сейчас много говорят. Но у нас этот вопрос, мы не только вам это задали. Да. Он очень большой, очень важный, очень многоструктурный, по разным сферам, от военной, прежде всего, сейчас острее всего перед Россией, до экономических, социальных и так далее. Но как можно совместить вот эту огромность, емкость и со сроками, которые все-таки нужны для рассмотрения, для обсуждения вот этих вещей, этих взаимоотношений с Россией? То мы по военной сфере одну передачу даже посвятили. Я думаю, по экономической не меньше будет законов, то есть не меньше будет договоров принято и так далее. Как этот процесс будет происходить с этим договором? Ну, вот вы такие слова сказали: огромность, емкость. Да, да, действительно, идея нового договора, она озвучивается на протяжении последних месяцев достаточно активно. И в ходе избирательной кампании всеми кандидатами эта идея озвучивалась. Конечно, есть какие-то, эти вопросы обсуждались и с нашими российскими коллегами, есть какие-то концептуальные подходы к этой идее. В ближайшее время мы, кстати, формируем свой пакет предложений по этому договору. В ближайшее время мы получим предложения российской стороны. Чтобы не возникало в нашем обществе никаких фобий, этот процесс мы сделаем максимально открытым, привлечем к участию в нем представителей парламента, экспертное сообщество обязательно привлечем. Идея договора заключается в том, что концепция договора, она исходит из того, что не будет никакого снижения суверенитета Абхазии, будет идти процесс формирования системы коллективной обороны. Да. Прецеденты в мире существуют и существовали, да. Будут
формироваться вот такие координационные структуры в сфере обороны и безопасности, но при этом, естественно, и вооруженные силы Абхазии будут только крепнуть. Мы надеемся, что в результате заключения этого договора мы укрепим свой оборонный потенциал, повысим уровень материально-технического обеспечения, уровень подготовки наших вооруженных сил. Тоже касается сил в области охраны государственной границы. Да. Мы надеемся, что будут сняты какие-то препоны, которые препятствуют свободной торговле между Россией и Абхазией. При этом, еще раз хочу подчеркнуть, что будет сделано все, чтобы не пострадали интересы нашего бизнеса. Да. То есть я думаю, что в самое ближайшее время у нас будет возможность уже более предметно обсудить и абхазские предложения по этой проблеме, и российские предложения. Я думаю, что в ходе этих обсуждений вот эти все слухи, фобии, они все будут сняты. Новый договор — это прежде всего наш интерес в свете меняющейся геополитической ситуации в мире. Да, да. И это новая площадка для возможностей. Мы должны воспользоваться этим политическим моментом, чтобы придать новый импульс российско-абхазским взаимоотношениям, как это было в 2008 году. Да. Вот вы очень долго перечисляли, там через запятую, я даже попытался время засечь, минуты 3. Перечисляли вот то, что вот эти составные части этого большого договора, эти проблемы, которые обсуждаются и так далее. И тем не менее, очень вот, почти везде слышу, и даже президент Хачимов говорил о том, что вот в декабре мы там до конца года должны вот этот большой договор подписать. А учитывая то, что сейчас правительство не сформировано... Хаджима говорил не большой договор, а новый договор. Новый договор, да. Новый договор. Да. Я считаю, что... Но мы как-то все-таки... Зачем такая спешка? Все-таки, мне кажется, такие документы, они чуть все-таки потребуют и времени, и обсуждения, обдумывания. То есть это как бы достаточно серьезно. Я думаю, что эти сроки как раз связаны с меняющейся ситуацией в сфере, с меняющейся ситуацией на нашей восточной границе. Там происходят достаточно серьезные процессы. Да. Мы не имеем права не успевать за этими процессами. Это первое. Второе. Этот договор коснется вполне конкретных сфер в области обороны и безопасности. И поэтому такая привязка к этому сроку. Это к бюджету. Да, и это вопрос и российского бюджета, и нашего бюджета. Да. То есть с этим связаны эти сроки. Да. Но я думаю, что у нас возможность его обсудить будут. Достаточно широкие возможности его обсудить, выработать свой пакет предложений. Это все эти возможности у нас сохраняются. Будут и позже тоже подписываться другие договора. Процесс формирования договорно-правовой базы Абхазии и России будет продолжаться. Он идет все эти годы, на самом деле. Да. Отношения между государствами, тем более государствами, которые находятся в достаточно высокой степени интеграции, они в статике не находятся. Они все время требуют новых уточнений, развития. Возникают в ходе правоприменительной практики различные вопросы, которые нужно снимать. Вот. Например, когда я работал, вот будучи еще исполняющим обязанности, я понимаю, что вы мне показываете, что хватит, но я все-таки скажу. Да. Вот проблема возникла от того, что например, наши пограничники на ингушской границе не могут достаточно качественно взаимодействовать с российскими пограничниками, потому что у нас действует КоАП 1986 года, понимаете, еще Грузинская ССР. И там многие вопросы просто не прописаны. И вот его латают как Тришкин кафтан. Да, вот такие проблемы и с внутренним законодательством тоже возникают. Понятно. Да.
Так Мы что... хотим подводить итоги и сказать, что ждать нашим телезрителям, вообще народу Абхазии в ближайшее время. То есть, все-таки, когда все-таки да, правительство когда... назовут этих министров, да, можно и ожидать, что как... на следующей неделе уже будет сформирован кабинет министров. Все ждут и перемены, какой-то нового этапа в жизни. Вот как-то в эти подведенные итоги как-то обнадежьте нас. Хочется избавиться от этого напряженного состояния ожидания, да? Когда вроде бы всех перечислили. Это говорит об ответственности, я тоже понимаю. Если бы это легкомысленно отнеслись бы, это можно было на второй день представить и список и сказали... Не, на самом деле я вам сказал, что я конкретно вам день сейчас назвать не смогу, потому что действительно не знаю. Да. Мне так же интересно, как и вам, многое. Это первое. Второе, мне кажется, к этому процессу нужно относиться не так драматично, драматизировать его. Это на самом деле технический вопрос. Вот за техникой работы этого правительства нужно следить. А так можно, конечно, первое впечатление в человеке может быть хорошее, допустим. Или ожидания. А потом он может не оправдать этих ожиданий. Тоже такое бывает в жизни. Да. Вот главное, чтобы интерес к работе правительства не ограничивался только его кадровым составом. Вот, общество должно проявлять интерес к работе органов государственной власти постоянно. Это в интересах общества. Это от журналистов тоже зависит. Да. Поэтому мы на этой веселой ноте будем заканчивать передачу. Нам уже говорят, что вы у нас, кстати говоря, первый человек, кто в формате нашей передачи дважды появляется, но есть причина, вы были исполняющие обязанности. Сейчас вы... вы знаете, что вот в ближайшие 10 дней мы сформируем полностью состав администрации, и у вас будет возможность меня в 3-й раз пригласить. Мы всегда с удовольствием будем приглашать и вас, и ваших заместителей мы хотим в ближайшее время пригласить. И я надеюсь, членов правительства, которые вскоре их изберут. Спасибо, что пришли, спасибо, что рассказали какие-то, если в кавычках можно сказать, секреты, то есть внутренние кухни. На самом деле никаких секретов нету. Я, кстати, считаю справедливой критикой, что мы недостаточно качественно проводим какую-то информационную, публичную работу. Эта критика очень полезна. У вас пресс-служба Facebook тоже очень полезную работу проводит. Думаю, все-таки читаем, но не пишем. Оно начинает тихо-тихо исправляться. Может быть, это еще не отошли от своей оппозиционности, то есть когда все-таки требуется трибуна бесплатная, она как раз, а сейчас может быть еще какие-то, но надеюсь, что это все-таки новые такие веяния во власти, которые будут все-таки не переигрываться, а действительно развиваться. И я все-таки вынужден закруглить передачу и напомнить телезрителям, что у нас сегодня в гостях был руководитель администрации президента Астамуртания Ибрагим Чикадзе. И Хашик, Валерий Куравского, режиссер. Спасибо вам большое за терпение. Спасибо. Спасибо.